В эфире телеканала БСТ «Красная кнопка». Здесь разгораются нешуточные споры и сталкиваются противоположные мнения. В студии Эльвира Эткулова. Здравствуйте. В этом году 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И, несомненно, все, что связано с историей Великой Отечественной войны, героями нашего народа, занимает в наших сердцах особое место. Но тогда, в далеком 41-м, можно ли было правильно оценить масштабы случившегося? Как объективно трактовать действия властей и военачальников? И можем ли мы сегодня, сейчас понять глубину трагической участи мирного населения? Попробуем разобраться прямо сейчас, и я с огромным удовольствием представляю наших спикеров. Эдуард Гореев, политолог, завкафедры Уфимского государственного нефтяного технического университета. Эдуард Сагидулович, добрый вечер. И второй наш спикер, ваш оппонент, Рамиль Рахимов, тоже у нас очень известный спикер, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Башкирского государственного университета. Добрый вечер. Здравствуйте. Я коротко, уважаемые наши зрители, озвучу позиции наших спикеров. Эдуард Сагидулович, в частности, считает, что своей историей страны надо гордиться и принимать ее, какой бы она ни была. И мы не должны сегодня подходить оценочно и рассуждать, кто был прав, кто виноват. Раз мы стали великой мировой державой, одержавшей победу, то все было правильно. Вторая позиция Рамиль Насибулович, человек, который достаточно скрупулезно, я бы сказала, занимается вопросами истории, считает, что в первые дни и месяцы войны были и правильные действия, а были и перекосы. Нельзя закрывать глаза на какие-то нелицеприятные факты, надо изучать историю нашу, объективно ее оценивать, не очерняя, но при этом и не приукрашая, и не идеализируя, и делать соответствующие выводы. Уважаемые наши гости в студии, вы можете поддержать позицию наших спикеров. И, как известно, в нашей дискуссии участвуют не только те спикеры и приглашенные гости в студии, но и абсолютно любой зритель, который нас в эти минуты смотрит. Наш вопрос всем: интересуетесь ли вы историей Великой Отечественной войны? Да или нет? Координаты на ваших экранах. Звоните, голосуйте, и мы обязательно объявим о результатах этого голосования. Уважаемые спикеры, у вас будет по 1 минуте. Если вы будете выходить за рамки регламента, у меня есть возможность нажать эту красную кнопку. Остановить вас может быть в самый неподходящий момент. Поэтому ориентируемся на наши сигналы гонга. Когда ваша речь будет завершаться, вы будете об этом оповещены заранее. Смотрите прямо сейчас. Поэтому мобилизация рассчитывалась, что нам необходимо собрать войска на очень кратковременную войну, не на большую затяжную. Война тотальная. Война на тотальное уничтожение всего народа. То есть латыши, Эстония уроки из этой войны не извлекла? Явно нет. Они просто не понимают, что бы с ними было. Мы сегодня не ревизируем, а принимаем как есть. Руководство страны эту войну ждало. Мы к ней готовились. Вся страна готовилась к войне, а в результате она к этой войне оказалась не готова. И мы начинаем, уважаемые наши зрители, первый раунд. Кому из вас дать первым слово, уважаемые коллеги? Историкам. Историкам? 2 джентльмена у нас сегодня в студии, да? Вы первый, да? Поэтому, уважаемые наши спикеры, наш первый вопрос. Война означала всеобщую мобилизацию. Начнем как раз с темы мобилизации. Чего она стоила населению? Своевременная всеобщая мобилизация, хорошие показатели – это героизм и самоотверженность? Или это все-таки жесткая организация на местах? Были ли перекосы и можно ли было их как-то избежать? Рамиль Насибулович, ваша первая минута, пожалуйста. Мобилизация, конечно же, была проведена летом 1941 года очень удачно, хорошо, успешно для того, чтобы организовать отпор врагу, но были и сложности. Здесь необходимо понимать, что были 2 разных понимания. Мобилизация вообще рассчитывалась на 1 месяц. И считалось, что Германия тоже будет 1 месяц мобилизовывать свои войска, забывая о том, что Германия уже отмобилизовала войска, и эти войска уже отвоевали, то есть они имели боевой опыт. И, соответственно, у нас месяц, который отводился на мобилизацию, он выпадал. Во-вторых, иногда считают, что 22 июня началась мобилизация. 22 июня была объявлена мобилизация, прошли патриотические митинги, и по всей Башкирии, в Уфе, во всех городах и селах они прошли. Это действительно так, это был очень серьезный патриотический настрой населения. Но мобилизация началась, разумеется, с утра, с понедельника, и она пошла вполне успешно. Но для какой войны?
Вот для какой войны мы продолжим дальше. На второй минуте. Спасибо, Эдуард Сигулович. Пожалуйста, ваше мнение. Я бы хотел, прежде чем сформировать свою точку зрения, остановиться на двух посылах очень важных. Первый посыл, что история не знает сослагательного наклонения. Как она была, так оно и состоялось. И в этом виде ее надо принимать. Во-вторых, великие сказали, что история никого ничему не научила. Это второй посыл. И, соответственно, мы говорим о 80-летии начала Великой Отечественной войны. Но не забываем, что ей предшествовало вообще-то начало Второй мировой войны. И началась она как мировая война. И мировая война не между Германией и Советским Союзом, а началась война между соответствующими державами за разделение сфер влияния, рынков сбыта и так. Она так начиналась. И только с момента вступления в этот конфликт Советского Союза она приобретает характер совершенно иной. Она приобретает характер Великой Отечественной войны. Ровно так, как это было в 1812 году. Со всеми ее атрибутами. Спасибо. История ничему не учит, говорят ваши оппоненты. Ничему не учит, это совершенно верно, но она жестоко наказывает за невыученные уроки. Продолжение этой фразы Ключевский сказал. И почему мы должны просто обратить внимание на это высказывание, оно совершенно верное, потому что мы должны сделать из этого анализ и вывод вообще, как это должно быть и как не должно быть. Так вот, мобилизация была рассчитана на войну, о которой говорил Сталин, руководство страны, война малой крови на чужой территории. И считалось, что да, вот началась война, враг на нас напал, но в течение месяца, 2-3 Красная Армия доблестно разобьет войска противника на границе, боевые действия перейдут на территорию Польши и Германии, и мы, собственно говоря, закончим победой социалистической революции в Берлине и так далее и тому подобное. То есть вот эти рассуждения, они были вполне реальны, потому что так готовила пропаганда общества, так были настроены люди, и так они были уверены в победах Красной Армии, которые произойдут сейчас. Поэтому мобилизация рассчитывалась, что нам необходимо собрать войска на очень кратковременную войну, не на большую затяжную, а на кратковременную. Спасибо, пожалуйста, Высоцкий. Продолжая вот эту мысль моего коллеги, я бы хотел сказать, да, это вот один момент, который я говорю и который указывает мой коллега. Но не забывать нужно и то, что мы, руководство страны, эту войну ждало. Оно понимало, что война рано или поздно произойдет. Мы к ней готовились. Но мы рассчитывали на значительно больший промежуток времени, в рамках которого мы могли бы успеть подготовиться. И вот этого времени у нас не было, раз. Плюс к этому мы решали задачи уже в взаимоотношении целого ряда политических блоков. Мы, помните, предшествующие действия, когда мы передвинули свои западные границы, и к началу июля наступивших событий в нашей, с одной старой границы мы ушли, вышли на новые рубежи, которые оказались абсолютно неподготовленные. Это один аспект. Второй аспект. Ну, понимаете, уровень информированности общества в тот период времени. Сегодня мы о событиях узнаем буквально параллельно с этим. Вы помните, какая пауза была взята и как долго не выступал Сталин с обращением? Об этом в третьей минуте. Да. Пожалуйста, ваша третья минута. Итак, были допущены грехи. Какие? Во-первых, отправили на войну всех механизаторов, которых надо было оставить для того, чтобы они работали в сельском хозяйстве. Но заявили, что механизаторы ушли, женщина, садитесь на трактор. И с июля начинается вот эта, так сказать, целая кампания, женщина осваивают трактора. Но это было бесполезно, потому что к августу тракторов-то не стало. Их тоже отправили в армию. Осталась лошадка. И весь этот посыл, он ушел в никуда. Механизаторов надо было, конечно, не всех отправлять, их надо было оставлять. Ушли специалисты аграрные, то есть это ветеринарные врачи, зоотехники, значит, агрономы, а ведь республика сельскохозяйственная была. Отправили огромное количество нефтяников, спиртоводов, это люди, которые считались, имеют бронь, то есть они нужны, но тогда считали, что да война быстро закончится, вот можно отправить. Мы потеряли огромное количество людей специализированных профессий, которых готовили до этого годами. Вот это был очень большой такой момент, когда мы потеряли профессиональных рабочих и служащих нижнего и среднего звена. Спасибо. Завершаю вашу мысль. Значит, скажем так, большой, я считаю, стратегической ошибкой, и вот когда мы говорим только про Ключевского, я начал фразу, вы ее закончили, и мы до сих пор эти выводы так и не сделали. Я имею в виду что? Я имею в виду то, что вот в процессе, после окончания гражданской войны и в процессе индустриализации, восстановления нашего хозяйства, мы главное свои усилия положили на, скажем так, решение
о проблем развития сельского хозяйства, развития промышленности именно в восточной части Советского Союза. Восточной части. Там были самые высококвалифицированные кадры. Рабочие, ученые, институты, заводы, КБ и так далее, и так далее. И, естественно, первый удар, который был нанесен был по этому потенциалу в продолжении мысли, и мы его сразу же потеряли. И сходу, с большими усилиями, с большими проблемами, с трагедиями мы начали вывозить эти заводы, эвакуировать, перемещать людские ресурсы за Урал и дальше на восток. Это была большая стратегическая ошибка. И вот я полагаю, что мы и до сих пор урок из этого не извлекли. Спасибо. Было сказано, что Советский Союз не был готов к такого типа войне, и Сталин действительно долго молчал, ничего не говорил. Но я бы хотел здесь отметить, что к такого типа войне вообще никогда и никто не был готов. Это была война принципиально нового типа. Война тотальная. Война на тотальное уничтожение всего народа. Такого, честно говоря, теоретически, конечно, высказался раньше, но на практике представить не могли. Да, Вторая мировая война началась с 1 сентября 1939-го, но она не носила тогда тотальный характер. То есть немцы вторгались в Голландию, во Францию, но не ставилась речь о вопросе об уничтожении всего народа Франции или всего народа Голландии. Здесь же по плану ОСТ предполагалось уничтожение всего населения, всего народа. Скажем, по плану ОСТ предполагалось оставить 25 миллионов славян в качестве рабов, тюркское население уничтожить полностью, то есть башкир, татары и других тюркские этносы. Чему, например, сейчас радуются прибалты или украинские нацисты, я вообще не понимаю. Не было бы сейчас ни латышей, ни эстонцев, ни украинцев. Прибалтов предполагалось ассимилировать, то есть сделать из них фольксдойч, немцев второго сорта. Это те, которые бы прошли комиссию по чистоте расы, а остальных или уничтожить на месте, или выслать за Урал. А я напомню, что союзником Германии в то время была Япония, и по их союзническим планам территория за Уралом должна была принадлежать Японии, если бы она вступила в войну. У японцев было свое мнение на этот счет, у них был желтый расизм, они считали всех белых неполноценными. Так что там эстонцам и латышам ничего хорошего тоже не ожидалось. Резюмирую ваше высказывание, то есть латыши, которых вы упоминали, Эстония, уроки из этой войны не извлекла? Явно нет, они просто не понимают, что бы с ними было сейчас, если бы это произошло. И еще бы хотел отметить, что да, не были готовы к войне подобного типа, но советская система показала свою вполне эффективность. Потому что мобилизация, это не значит мобилизация только военных людей. Мобилизация всей страны произошла. Вот был лозунг «все для фронта, все для победы», и этот лозунг фактически стал реализовываться уже через несколько месяцев. Произошла эвакуация невиданных по масштабу объемов. Здесь железнодорожникам отдельное спасибо, потому что фактически очень большое количество предприятий было мобилизовано на восток, и уже к 1942 году начали работать, многие уже начали работать в полном объеме, а к началу 1943-го достигли уже паритета фактически с экономической военной мощью. Я правильно понимаю, что в тех реалиях существующих мы делали все правильно? Мы имеем в виду как страна. Нет, не совсем все правильно мы делали, и руководство было не совсем правильно делали. Ну, во-первых, было много ошибок, но одна из ошибок, о которых часто, точнее, не часто вспоминают, это то, что, скажем, руководство СССР не смогло просчитать степень авантюризма руководства Третьего Рейха. Они просто не могли поверить, что Третий Рейх надеется за 2-3 месяца разбить Советский Союз. И оказалось, что, историческая практика и показала, что они были правы. Не удалось за 2-3 месяца разбить Советский Союз. И, кстати, действительно, руководство СССР было убеждено, что война начнется в 1942 году или даже в 1943. То есть не оценили масштабы для того, чтобы принимать правильные решения. Да, коллеги, пожалуйста. Я внимательно слушал, но если позиция Рамиля, он занял такую ведущую позицию и очень успешно втянул в дискуссию Эдуарда, а вот его позицию я как-то не услышал о том, что не нужно ревизировать историю, а нужно, собственно, гордиться таковой, которая существует. Это первое, как вы все-таки ее озвучите. И второй момент. Для всех ли стран это применимо? То есть, условно, если нам нужно гордиться историей, которая была, то и Германии тоже нужно гордиться той историей. Или же все-таки это какой-то такой вот избирательный какой-то принцип? Нет, или двойной стандарт? Я говорил не гордиться, я говорил принимать такая, какая она есть. И вот в этом контексте мне импонирует позиция китайского руководства. Они не оценивают ни негативно, ни положительно, они считают, каждый правитель оставил свой след в истории Китая. И, соответственно, не надо оценивать, насколько он был положительный, насколько был отрицательный. И поэтому они решают главную задачу. Они не раскалывают общество. Они противоставляют плохого хорошему.
поскольку, как я сказал, вы понимаете, мы сегодня пытаемся оценить события 80-летней давности с позиции сегодняшнего дня. Вы понимаете, что? И, соответственно, вот этот плохой, вот этот хороший. Вот тут вот можно было сделать по-другому, а сделайте, много сделали сегодня по-другому. Мы сегодня не ревизируем, а принимаем как есть. У нас позиция зала, пожалуйста. Ну, здесь как бы такой парадокс. Вроде бы вся страна готовилась к войне, в принципе, и к мобилизации должна была быть готова, а в результате она к этой войне оказалась не готова. То есть вот наши спикеры здесь подняли более широкую, наверное, проблему, не только проблему мобилизации, но и проблему готовности нашей страны к войне, проблему внезапности нападения. И здесь, конечно же, до сих пор профессиональные историки спорят, дискутируют по поводу того, к какой войне готовился Советский Союз. Действительно, есть точка зрения, что Советский Союз был встретить готов врага только максимум в 1943 году. Вот почитать мемуары Молотова, значит, он об этом пишет. И вера в пакт о ненападении. Вторая точка зрения – это то, что Сталин поверил донесениям разведки, немецкой, наверное, разведки, о том, что война против СССР начнется только после того, как Германия выиграет войну против Великобритании. Ну и существует еще третья точка зрения, она была наиболее популярна в 90-е годы, так называемая ледокольная версия, то есть это концепция, которую еще в годы войны Геббельс озвучил, то есть это теория превентивного удара, то, что Германия вообще в войне не виновата, в развязывании войны, то, что она просто-напросто опередила Советский Союз. Ну а Суворов-Резун, известный нам перебежчик, бывший советский разведчик, он уже как бы эту идею развил. То есть вот в этом плане до сих пор нет определенности. Насчет правильных действий и ошибок нашего военно-политического руководства в начале войны. Ну, обычно в качестве как бы ошибки такой называют позднее создание Государственного комитета обороны. Только 30 июня 1941 года. Это, наверное, довольно-таки поздно для того, чтобы начать всеобщую мобилизацию во всей нашей стране. Но относительно мобилизации, есть данные, что только за первые 8 дней войны было призвано более 5 миллионов человек. Это очень большая цифра и в такие кратчайшие сроки. И эти действия были правильные, поскольку в первые недели, в первые месяцы войны мы примерно столько людей потеряли. То есть в плане мобилизации здесь действия были довольно-таки оперативные. Первоначально призывали людей 1905, если не ошибаюсь, 1918 годов, а в начале уже 1942 года призывали людей, родившихся 23-25 годы. Далее в программе. Даже само руководство страны на тот момент, времени военно-политического, не располагало реальными цифрами тех реальных потерь, которые мы понесли. Это действительно была священная война, роковая война. Командный состав был парализован теми событиями конца 30-х годов. Это репрессии. Тот же вопрос всегда. Вот все-таки писатель – это про интерпретацию. Вот как ни говорить, это про интерпретацию. Все-таки это у нас есть документалисты, есть писатели. И очень надо тут аккуратно и бережно, потому что ничего другого, кроме вот победы, вот, на мой взгляд, сейчас у нас нет. Рефлексия, увы, неизбежна. Во-первых, само даже событие... спустя 80 лет. Даже спустя 80 лет. Уважаемые зрители, вы тоже можете высказать свою позицию. Интересуетесь ли вы историей Великой Отечественной войны? А мы в этой студии говорим сегодня о том, что на днях исполнится 80 лет, как была начата Великая Отечественная война. Результаты ее всем известны. Через все наши семьи прошла эта боль, прошла эта трагедия и прошла эта большая победа. Праздник со слезами на глазах, как мы его сейчас называем. Мы начинаем, уважаемые спикеры, наш второй раунд, поскольку первый раунд начинал Рамиль Насибулович. Сейчас слово, Эдуард Сагидулович, вам. И во втором раунде мы обсуждаем, что в любом случае научное сообщество признает, что в первые дни и месяцы были трагичными для Советского Союза, потери были колоссальными, но советская идеология
идеология об этом замалчивала. В итоге в перестроечные годы, когда начали появляться первые факты, это выглядело как некие сенсации, да, это были первые там рассекреченные данные. И что вы думаете про первые месяцы военных действий, как работала власть, как реагировала на эти реалии наша республика? Пожалуйста, ваше видение ситуации, первая минута. Ну, я вот в этом контексте, вот, отвечая вот на этот вопрос, я согласен с уважаемым оппонентом, в том, что если в плане мобилизации, так сказать, действия были предприняты, ну, может быть, немножко с опозданием, но так показали свою эффективность, но это касалось в значительно меньшей мере мирного населения. И, соответственно, даже я не говорю, что мы умалчивали, но, на мой взгляд, как свидетельствуют уже последующие опубликованные данные, даже само руководство страны на тот момент времени, военно-политического, не располагало реальными цифрами тех реальных потерь, которые мы понесли. Не располагало. И мы располагали отрывочными сведениями, в первую очередь касающихся военнослужащих, но совершенно не располагали цифрами потерь мирного населения. Спасибо, Рамиль Насибулович. Продолжение этой же темы, да? Катастрофа на фронте, конечно, она была, в принципе, заложена, потому что армия не была готова вести войну, она только отмобилизовывалась, армия, собственно говоря, не имела боевого опыта. Была еще проблема с тем, что командный состав был парализован теми событиями конца 30-х годов. Это репрессии. То есть все боялись нарушить какие-то указания. Вдруг это провокация, а мы поддались на провокацию. А вдруг это вот что-то не так, а вдруг это враги народа подняли. То есть вот этот страх, он парализовал действия командиров в большей степени. И они боялись в какой-то степени не противника, а того, что придет особист и скажет, что вы тут что-то такое неправильно делаете. Лишь через какое-то время пришло осознание, что идет война, что вообще надо защищать свою родину. Вот это была первая проблема. Вторая проблема в том, что, конечно, мы получали просто значительный боевой опыт, но боевой опыт шел наряду с большими тяжелыми потерями и оставлением городов. Вот Софинформбюро, оно ведь сообщало, и мы знали, в какой дате был оставлен Минск. И это знала вся страна. Продолжите на второй минуте, пожалуйста, да, ваша вторая минута. И вот я продолжаю то, что я с чего начал в начале. То есть, соответственно, если, предположим, мобилизация, так сказать, в армию призывного возраста, различного возраста из числа мирного населения, более или менее происходила организованно, вот, но эвакуация населения, мирного населения практически в первые дни войны была отдана на самотку. То есть никто в организованном плане эвакуации мирного населения не занимался, если только они не были привязаны к какому-нибудь производству, к какому-нибудь там заводу, фабрике и так далее. Вот это, конечно, является, не самой хорошей частью вот этой нашей истории. Вот. Ну и поэтому я понимаю мнение, положение политического, военно-политического руководства страны. Оно и само не располагало достоверными фактами и, соответственно, не могло донести до размах потерь и положения до остального населения. Спасибо. Вторая минута. Несмотря на чудовищные потери и стремительное отступление, все-таки Красная Армия организовывала сопротивление на тех рубежах, которых она могла удержать, и в некоторых случаях даже на тех рубежах, которые, казалось бы, удержать было невозможно. И здесь я хотел бы отметить героическую деятельность, например, 22-й армии генерал-лейтенанта Вершакова, которая была сформирована в Уральском военном округе, и в том числе там находились 170-я и 186-я стрелковые дивизии, которые развернули в июне 1941 года у нас в Стерлитамаке и в Уфе, и эти дивизии были в начале июня отправлены на западную границу и встретили врага в районе старой советской границы, это в районе Великих Луг, Себежа. И там эти 22-я армия, это Уральская армия, и в том числе вот эти наши две дивизии, они, в общем-то, погибли все полностью, были уничтожены или попали в плен, пропали без вести, но они сорвали план Блицкрига. Я просто хочу сказать, что героизм бойцов Красной Армии с первых же дней войны был необычайно высоким. И в том числе он шел, можно сказать, в разрез каких-то решений, да, которые приняты были не вовремя. Да, пожалуйста. Ну и вот в продолжение того, что я начал, что вот понимание
скажем сказать, недооценки, или не скажем недооценки, что политическое руководство не до конца понимает объем и масштабы потери среди мирного населения и невозможности организовать их планомерный и массовый отход, во многом послужило тому, что было принято решение Центральным комитетом партии о том, что будет организовано, разворачиваться будет партизанское движение. Был штаб, всесоюзный штаб по организации, то есть партизанского движения среди оставшейся части населения, которые не успели уйти в силу различных причин. Поэтому использовать их потенциал, если уж не сумели вывести и использовать, можно было таким образом. Это свидетельствует о том, что уже даже в первые периоды начала военных действий политическое руководство делало правильные выводы и находило варианты, в частности, в период создания вот этого партизанского штаба изучался уже опыт войны 12 года. Это вот все свидетельство, что по ходу действий мы учились, уже делали выводы. И 3-я минута, Рамиль Сулыч, ваша во втором раунде, пожалуйста. Трагическое лето 1941 года привело к тому, что, собственно говоря, кадровый состав в той Красной Армии, которая была до войны, был практически выбит. И командование, руководство страны, военное командование начинает здесь целую серию экспериментов. Они, во-первых, начинают создавать дивизии ополчения. И более того, начали готовить ополчение даже здесь, в Башкирии, в Уфе, в Стерлитамаке были созданы полки ополчения. Затем начинается другая идея, что кроме ополчения, может быть, можно, и вот партизанского движения, которое надо разворачивать в тылу врага, может быть, можно создать национальные части. Хотя от этой идеи в 1938 году еще отказались и считали, что национальные части это не совсем хорошо. Но вот в этой ситуации АК Городовиков, инспектор по кавалерии, предложил Сталину создать национальные стрелковые кавалерийские части, в том числе и в результате этого решения было принято, собственно говоря, создание башкирской кавалерийской дивизии. Вот эти все искания привели, конечно, в итоге к тому, что в 1942 году поняли, что воевать будет Красная Армия. Никакой не ополчение, не национальной дивизии, но вот этот поиск, он показывал всю трагичность и катастрофичность ситуации лета и осени 1941 года. Спасибо. Могло ли быть по-другому? Об этом мы сегодня говорим в студии. Могли ли мы с первых минут уже действовать идеально? Или все-таки мы сегодня, ревизируя наше прошлое, находим огрехи, которых можно было бы избежать? И избежать, конечно, человеческих жертв. Пожалуйста, студия. Я согласен с тем, что причин было очень много подобного катастрофического положения, но есть еще одна причина. Причина усугубляющая. Да, причина усугубляющих положений, причина вообще катастрофического положения. Одну из причин довольно часто забывают для того, наверное, чтобы там не портить отношения с кем-то и так далее. Но ведь эта война была не только с Германией. Война была практически против объединенной Европы. По пальцам одной руки можно пересчитать страны, которые относились к Советскому Союзу нейтрально или были союзниками. То есть какие части, кроме германских, вторглись на территорию СССР? Это были части Венгрии, венгерские военные части, это были румынские, итальянские. Даже испанская голубая дивизия, хотя Испания не объявляла войну официально, тоже воевала. Финны, да, очень большой нанесли действительно урон Советскому Союзу. То есть это тоже одна из причин подобного катастрофического положения. И хотелось бы отметить тогда, почему все-таки Германия не победила в 1941 году. Вот это интересный вопрос. А сами, кстати, германские военные политические деятели сильно удивлялись этому обстоятельству, почему же они все-таки не победили. Все было просчитано. Во-первых, они недооценили Советский Союз. Там сложился миф, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, так все, он посыпется, все население против Сталина сразу восстанет и так далее. Кстати говоря, некоторые слои населения были против советской власти, но после того, что немцы стали вытворять на оккупированной территории, даже они стали против немцев воевать. То есть сталинский режим показался им, даже той оппозиции, которая была в СССР, все-таки гораздо более симпатичнее, чем то, что несли с собой нацисты. Ну, у меня 3 тезиса по поводу темы сегодняшней передачи. Первое, то, что советская историография, ее оценка времен Великой Отечественной войны, она все-таки где-то и лакировала какие-то неприглядные моменты. В 90-е годы начинается уже новая переоценка, и в основном где-то, может быть, больше негатив какой-то ищут. Посмотрите, второй момент, посмотрите на сегодняшние книжные прилавки, вы увидите, как много книг, посвященных Великой Отечественной войне, но большинство из них не носит практически какой-то глубокий научный характер. И когда говорим о
оценки Великой Отечественной войны, о событиях того времени, необходимо понимать, что существуют до сих пор определенные лакуны, вот с точки зрения научных исследований и так далее. Появляются, рассекречиваются новые документы. И, конечно же, уточнять, объективно оценивать и понимать события того времени – это просто необходимо. Спасибо. Юрий Александрович, хочу вот подключить не только историков, но и литераторов, да, насколько сегодня наша Великая Отечественная война, вот рефлексия – это все-таки про писательство, да, все-таки в наших произведениях, именно региональных, писатели насколько полно отражено, и вот о тех лакунах, о которых говорили, готовили сегодня наши писатели дальше на эту тему писать, или уже тема ушла? Писатели-то, конечно, готовы, но сам тезис как бы вот нашей сегодняшней встречи мне немножко коробит, то есть вот само слово «ревизия», оно уже заведомо отрицательное. Насколько мы помним, ревизионисты, они против наших хороших ребят-коммунистов. То есть я как бы вот его так воспринимаю. Вообще история, конечно, не может быть ни плохой, ни хорошей. Все это мы прекрасно знаем. Она либо история, либо не история. Но вот здесь с Великой Отечественной войной мы сталкиваемся с таким феноменом, как нечто сакральным, которого, в общем-то, кроме войны, вот сейчас у нас ничего и нет. Вот мы сейчас быстро все разделимся на части, на 2 части, на 3, на 4, на 5, как мы относимся, допустим, к капитализму. А к войне мы все-таки, вот даже вот наши оппоненты, они же не спорят, они примерно просто корректируют друг друга. И это правильно. Потому что это та вещь, которая нас объединяет. И если, да, конечно, надо все это уже исследовать, надо все просматривать, все лакуны надо вроде бы поднимать, но пока, если мы сейчас ее снивелируем до обычной какой-то войны... Тот же вопрос всегда. Вот все-таки писатель это про интерпретацию. Вот как ни говорить, это про интерпретацию. Конечно, все-таки это у нас есть документалисты, есть писатели. И очень надо тут аккуратно и бережно, потому что ничего другого, кроме вот победы, вот, на мой взгляд, сейчас у нас нет. Ну, я здесь могу сказать, рефлексия, увы, неизбежна. Во-первых, само даже событие... спустя 80 лет. Даже спустя 80 лет. Оно, как вами было сказано, так или иначе затронуло громадную часть нашего населения, и то, что сохраняется в наших семьях, и то, что люди выходят на бессмертный полк, собственно, это вот доказывает, что рефлексия есть. Но если есть рефлексия, то оценок не избежать. И что, с другой стороны, ведь в русском языке есть такое выражение, что большое видится на расстоянии. Историческая дистанция в 10 лет и 80 лет, вообще говоря, разная. И это дает возможность несколько по-другому взглянуть, может быть, на привычные вещи. И от этого зачем открещиваться? Это вполне нормальный процесс. А, кстати, насчет Китая. Вот в свое время, когда там уже не стало Мао Цзэдуна, когда в Китае начались реформы, их руководство сначала говорило так, что в деятельности Мао Цзэдуна 60% было хорошего, а 40% отрицательного. Потом время прошло, они придумали другую формулу, что 40% хорошо, а 60% не очень. В общем, так или иначе, даже китайцы пересматривают. Мне кажется, это даже, так как сказать, не исключительно, а типичный пример, потому что ревизируем историю мы достаточно часто и охотно, в том числе в нашей стране, в зависимости от каких-то политических, в том числе, к сожалению, бывает реалий. Недавно академик Чубарян выступил с такой программой, что вот на Западе сейчас Вторую мировую войну, вообще события 40-х годов оценивается с точки зрения личности, или идет такая эмоциональная оценка. Но мы здесь слушаем всех историков. Историки обычно у нас мыслят линейно, потом до какой-то точки доходят, и линейка, как говорится, делает откат назад, и, соответственно, идет такая оценочная ситуация. Но вот когда Чубарян говорит о эмоциональной оценке, то нужно сказать, что вот есть такое понятие экзистенциально-онтологическая оценка событий войны. Что здесь имеется в виду? Вот у Хайдеггера есть понятие забегания вперед. Когда он об этом пишет, он говорит, бытие определяется как событие. Вот мы пытаемся с вами через 80 лет, забегая вперед, оценить ситуацию таким образом, но при этом мы забываем о том, что мы никак не можем по времени и пространству оказаться в такой же ситуации, каково было поколение 40-х годов. Поэтому это время называется 40-е роковые, потому что без слова «рок» эти годы, они вообще нигде не упоминаются.
И второй момент, вот когда мы говорим о забегании вперед, Сартр вводит понятие «проект». Вот сейчас в посткапитализме это слово тоже стало очень популярным. Сейчас у нас студенты пишут проект, ученики пишут. Я даже с одним второклассником разговаривала, я, говорит, пишу проект. Я испытала экзистенциальный шок, потому что человек сам не понимает пока слово «проект», но проектирует что-то. Поэтому вот когда мы пытаемся с вами с точки зрения потребительского общества оценить ситуацию, когда у нас потребления так такового не было, в принципе, 40-е, роковые, это поколение же не воевало вот за наше сверхпотребительское общество, что мы все будем туристами, в комфорте жить, утрачивать всякий смысл бытия и сущего. Они же предполагали, что это будет война за будущее, и они будущее предполагали совершенно другим. Поэтому, когда у нас спикеры пытаются ревизировать эту ситуацию, оно не может быть ревизируемо в принципе, потому что его тогда еще не было. И поэтому здесь терминологически мы должны с вами прийти к какому-то хорошему знаменателю, чтобы и политология, и философия, и история, и социология, и иные науки к войне относились не как к потребительскому началу, а относились, как вот коллега-редактор сказал, именно как к святому началу. И потом, когда вы пытаетесь тем или иным образом верховного главнокомандующего уличить в том, что он не выступил, даже Сванидзе всегда говорит, вот он спрятался на даче, ничего не говорил, там 3 июля только было обращение. Но обратите внимание, обращение было братья и сестры. Это было экзистенциальное религиозное обращение, потому что все поняли, это будет священная война. И поэтому Лебедев-Кумач, когда 22 июня написал «Священную войну», в принципе, наши народы эту войну так и поняли. Далее в программе. Конечно, сегодня, спустя 80 лет, достаточно сложно говорить, может быть, о каких-то вещах объективно. То есть, по сути дела, индустриализация нашей республики, нашего Урала, региона. Среднего и Южного, была осуществлена благодаря Великой Отечественной войне. Не будь этого, мы еще до нас очередь, я не знаю, когда бы дошла. Этот вопрос он обсуждался весь 41-42 год, куда вы дели всю патриотическую литературу. Ее сдали в макулатуру. Тем не менее, мы сегодня патриотическое наше воспитание, основу его составляет как раз история Великой Отечественной войны. Конечно, нужно освещать эти события, только нужно их анализировать и объяснять. Мы сегодня говорим о Великой Отечественной войне. Исполняется 80 лет с ее начала. И, конечно, это действительно была священная война, роковая война. И мнение наших спикеров, и зал разделился у нас в этих мнениях. Надо ли к этому относиться как к священной истории и безоценочно воспринимать все факты, которые были, или все-таки продолжать извлекать уроки, причем не только у нас в стране, но и в целом по миру. У нас начинаются, уважаемые спикеры, 3-й раунд. В 3-м раунде давайте поговорим про наш тыл, как у нас тыл себя чувствовал в годы войны. Надо было все-таки следовать лозунгу «все для фронта, все для победы», ценой, опять же, человеческих жизней в тылу, ценой лишений в тылу. Или все-таки надо было как-то по-другому эту работу выстроить. И первая минута, с кого мы начинаем? С вас, да. Рамиль Осипович, да, ваша первая минута, пожалуйста. Если говорить в целом, то советский тыл выполнил свою задачу и выдержал все удары, которые по нему пришлись. Более того, он выполнил свою задачу успешно. Соответственно, он смог обеспечить Красную Армию ресурсами людскими, боеприпасами, обмундированием, вооружением высококачественным, продуктами питания и патриотическим настроем. Это тоже было очень важно. Тыл и фронт жили одним настроем. Вот это была победа. С 1941 года это было понятно. Другое дело, что для Башкирии, которая была глубоким тылом, имелось несколько особенностей. Во-первых, она входила в состав Уральского военного округа, потом будет Южноуральский военный округ, который считался основным людским резервом. То есть поэтому здесь формировалось очень много воинских частей. 41-й, 42-й и чуть-чуть 43-й. Мы к 43-му исчерпали практически все мужское население. Еще вторая была особенность. Башкирия стала вторым большим регионом, куда была направлена эвакуация из регионов Советского Союза. Спасибо, Эдуард Сергеевич. Пожалуйста, наши действия в тылу, 41 год. Ну, во-первых, я скажу, что эта страница очень важная и, по сути дела, может, сегодня до конца недооцененная.
то, что сделало политическое руководство, сумело, по сути дела, заново построить страну, сместив ее с запада на восток. И, соответственно, я бы сказал так, это было сделано не вопреки тем объективным условиям, которые, вопреки им, это вот сложилось под открытым небом, с колес ставили в станки, без крыши, работали и отдавали все, что могли. То есть это не с помощью, благодаря, а вопреки. И, соответственно, это могло быть только потому, что вот тут правильно сказали, что это, во-первых, война священная, то есть затрагивала всех, и трагедия была каждого, и сегодня нет, наверное, ни одной семьи в нынешней России, тогда советской, кого бы это ни затронуло. И она была отечественная. И вот понимание этого было на уровне, я думаю, какого-то подсознания. Спасибо. Ваша вторая минута будет. Рамиль Исфович, пожалуйста, наши действия. Самым большим регионом, куда самое было большое количество эвакуированных направлено, это Челябинская область, 320, и 280 это была Башкирия. То есть Башкирия приняла по объему по второй после Челябинской области количество эвакуированных. Более того, здесь развернулись производства, причем производства были специализированные. Если Урал – это бронетехника и артиллерия, то Северный и Средний Урал, то Южный Урал, Башкирия – это, значит, сельское хозяйство. Это нефтепродукты, нефтепереработки и моторостроение. Это было очень важно, то есть все, что было связано с авиацией. Почему здесь? Потому что была связь с Куйбышевым, то есть современной Самара, где строились тоже самолеты, и Казанью, где строились тоже самолеты, и, собственно говоря, двигатели уфимские шли в Казань для самолетов-бомбардировщиков. Вот здесь вот эта структура, она была выстроена идеально. Другое дело, что здесь были другие сложности, которые были связаны с тем, что это была национальная республика. И вот эти сложности сыграют свою роль в 1943-1944 годах. Об этом в третьей минуте вы скажете. Пожалуйста, ваша вторая минута. Ну, в продолжение хотел свою мысль сказать, что вот не было бы беды, беда помогла. То есть, по сути дела, индустриализация нашей республики, Урала, региона, Среднего и Южного, была осуществлена благодаря Великой Отечественной войне. Не будь этого, мы еще до нас очередь, я не знаю, когда бы дошла. И мы вот в условиях, по сути дела, не только прошла, по сути дела, индустриализация, мобилизация и создание целого поколения образованных, профессиональных людей, плоды которой мы сегодня пользуемся и, так сказать, имеем. Это авиационный университет, это, значит, нефтяной технический университет, это наши заводы и все прочее с этим связано. И, естественно, это могло быть осуществлено только, безусловно, целенаправленной политики, которая шла от военно-политического руководства и поддержки населения. Что они готовы были приносить это в жертву, понимая, для чего это делается. Спасибо. Проблема патриотического воспитания. Да, особенно в Национальной Республике. Дело в том, что до 1939 года литература была на латинице. В 1939-м перешли на кириллицу и посчитали, что литература на латинице нам не нужна, ее просто уничтожили. Отправили макулатуру. В 1941 году, когда необходимо было разбирать патриотическую работу, патриотическая литература, ее типографии просто не успевали печатать на кириллице, а то, что могли бы прочитать люди на латинице, этого уже не было. И вот этот вопрос, он обсуждался весь 1941-1942 год, куда вы дели всю патриотическую литературу. Ее сдали в макулатуру. Никто не ожидал, что надо будет печатать в большом количестве новой работы. То, что предложил Сталин, обратившись к стране товарищи, граждане и гражданки, и потом уже сказал братья и сестры, это означало, что он поднимает войну патриотическую. Это было воспринято всеми абсолютно понятно. И появились новые персонажи, которые были до этого запрещены. Суворов, Александр Невский и так далее. Здесь появились тоже персонажи, уже наши. Это Кахым Туря, Салават Юлаев, Батыры. Но в 1944 году, когда началась война уже за освобождение Европы, и идея интернационализма требовала отказаться от национального дискурса, в Советском Союзе в 1944 году совещание историков запретило вот эту национальную пропаганду русскую, а по инерции в Татарии и Башкирии она еще шла. И поэтому в 1945 году будут приняты очень нехорошие постановления по поводу национализма в Татарстане и Башкортостане, ТАССР, БАССР, в которых люди были не виноваты. Инерция патриотического воспитания шла такая, что вот так получилось. Дали вам дополнительно полминуты и завершая наш третий раунд, пожалуйста. Я вот как раз, меня с языка буквально снял мой оппонент, когда говорил, что Сталин, понимая превращение войны в отечественную, обращаясь к опыту войны 1812 года,
обратился к этим именам, были введены новые награды Александра Невского, там, Кутузова, Суворова и все прочее, прочее. Это одна сторона. И вторая сторона, вот это смычки, значит, армии и народа, приобретала зачастую, ну, совсем неожиданные формы, которые шла инициатива снизу. Когда бабушки вязали варежки, вялили сети, шили телогрейки и прямо вот шили кисеты. И все это отправлялось не к какому-то конкретному Иванову, сыну, брату, отцу. Отправлялось просто все солдату. Для фронта, все для победы. От детей, да, и так далее. То есть это вот свидетельство того, что был правильно найден вот этот... Посыл? Посыл вот это был правильно поднятый, пришедший снизу, поддержан потом руководством страны, и вот приобрело такие масштабы. Спасибо. Конечно, сегодня, спустя 80 лет, достаточно сложно говорить, может быть, о каких-то вещах объективно. Тем не менее, мы сегодня патриотическое наше воспитание, как уже Юрий Александрович сказал, основу его составляет как раз история Великой Отечественной войны. Вот в этой части, уважаемые коллеги, должны ли мы сегодня с нашими детьми на уроках, в программах, в литературе говорить о том, как это было, или все-таки говорить об этом как о священной войне, которая не подлежит ревизии? Пожалуйста. Действительно, в 20-е, 30-е годы происходит формирование советского патриотизма, и руководство ищет вот эту концепцию советского патриотизма. Ну, в 20-е годы это, наверное, революционный патриотизм, который обосновывал победу большевиков в гражданской войне. А уже где-то примерно с середины 30-х годов патриотизм, он начинает носить такую историческую направленность. Ну, в итоге мы получаем патриотизм, который носит, во-первых, классовый характер, во-вторых, патриотизм немножко такой воинственный. Но здесь как бы советское руководство находит такую середину, модель, золотую, да. С одной стороны, это что-то новое, это идея о справедливом государстве и будущем. И второе, это идея о верности Родине. То, что было традиционно характерно для русских людей и для России. Значит, и вообще, вот, мне кажется, два фактора основополагающих – это единство фронта и тыла и советский патриотизм. Они во многом и обеспечили победу в этой Великой Отечественной войне. На данный момент мы должны все-таки, вот прозвучало это слово, лакировать, да, все-таки эту действительность, какая она была, и то есть преподносить ее именно как священную историю, или все-таки учить наших студентов, школьников критически оценивать эти события? Конечно, нужно освещать эти события, только нужно их анализировать и объяснять, почему это произошло, а могло ли это быть по-другому. Вот я неоднократно слышал от нашей, так скажем, либеральной общественности, ах, как плохо, что в это время был Сталин, поэтому мы и проиграли. А представьте себе, что замечательный Керенский в это время находится у власти. И у нас ситуация такая же, как, скажем, в июле 1917 года. Сколько бы тогда продержалась страна против всей мощи Третьего Рейха и ее союзников? Как раз 2 или 3 месяца и продержалась, вот так вот. И потом все время говорят, Сталин плох. А альтернативы какие были? В 20-е годы что были лучшие альтернативы? Троцкий с его лозунгом «Сожжем Россию в топке мировой революции». Или, скажем, Бухарин, который говорил, давайте доведем весь марксизм до логического завершения. Вот, да, коллективизация происходила, например, с очень большими перегибами. А альтернативой была, например, точка зрения Бухарина, который говорил, давайте доведем здесь все до логического завершения, останутся только кулаки и только батраки, середняков вообще не будет, после чего батраки просто перережут всех кулаков. Так может, кулакам еще и повезло? С точки зрения Бухарина они были уничтожены бы не как класс, а физически все до единого человека. Я вот когда оборачиваюсь на зал, я смотрю в глаза вот этих ребят молодых, которым сейчас, ну, может быть, лет по 20. Я думаю, что этим ребятам, ну, таких же ребят было много в 40-41 годах. А когда мы говорим о том, стоит изучать историю или не стоит изучать историю, о том, сколько человек было убито Сталином и какого возраста они были, до начала войны, и потом сколько человек полегло в результате тех или иных неправильных действий, мне кажется, все-таки вопрос назревает следующий. А для чего нужно изучать историю? Посмотрев в глаза детям, посмотрев в глаза
студентам, посмотреть в глаза молодым людям, спросить себя, а для чего нужно изучать историю? Рамиль, для чего нужно изучать историю? Не надо, чтобы все изучали. Вот это будет плохо, если все начнут читать документы, которых никто ничего вообще не понимает. Для этого нужны историки, которые объяснят суть документа, интерпретацию этого документа. Почему? Потому что понять источник на самом деле очень сложно. Иногда говорят, вот давайте откроем архивы. Почему я говорю, что надо изучать историю и разбираться, и рассматривать и критические моменты, и некритические моменты, и положительные, и отрицательные, потому что источник доступен сейчас. Его нельзя скрыть. Сейчас нет закрытых архивов. Их никогда не закроешь. Это как шило из мешка, оно вылезет. Вот документ надо проговаривать, объяснять историкам, интерпретировать и рассказывать о нем. Потому что иначе всегда найдется человек, который достанет откуда-то бумажку, и скажет, вот документ, а вы про него ничего нам не сказали. А вот вы затронули тему репрессий, конечно, и в исторической науке, и в средствах массовой информации вопрос о личности Сталина, той политики, которую он вел в конце 30-х, начале 40-х годов. Сегодня мы видим эту резкую критику того политического режима, который обладал, жесткостью, даже, можно сказать, крайней жестокостью. Но вот у меня вопрос немножко даже риторический. А вот в момент начала 41 года, вот 22 июня, как можно было поступить иначе? И можно ли было его вообще избежать в 41 году? Может, и хорошо, что он был если он был, режим, тогда зачем мы его критикуем именно в тот момент времени? Как-то судить персонажа мы не можем, потому что профессиональный историк не должен этого делать. Первое, в отношении учебников для школьников и студентов. Я думаю, что учебники должны быть разными в зависимости от уровня школьников. То есть в одних учебниках критического такого подхода не должно быть никакого, скажем, до 4-го, до 5-го класса. А затем уже по мере взросления, набирания знаний, опыта, таким образом. Уважаемые коллеги, мы сегодня говорим в этой студии о начале Великой Отечественной войны, о тех уроках, которые мы извлекаем из этой Великой Отечественной войны. Извлекаем ли и надо ли сегодня нам патриотическое воспитание строить на каких-то позитивных только примерах, как уже в нашей студии сказали, лакировать действительность, или все-таки наши дети, студенты и взрослое поколение должно знать всю жестокую правду о войне. Я хочу сказать спасибо нашим уважаемым спикерам. Ну и, конечно, эта война, это большие уроки, и об учебниках истории говорили, и, наверное, о роли и личности тоже, о роли армии. И, как сказала поэт Юлия Друнина, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 700 тысяч наших земляков, почти половина из них не вернулась обратно. Масштабы потерь невозможно осознать и до сих пор, и мы должны хранить память, изучать историю и никогда не забывать о ее трагичных последствиях. На этом мы с вами прощаемся. Это была «Красная кнопка». С вами была Эльвира Айткулова. До свидания.